Время вечерних новостей. В студии работает Айслу Мурзакова. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров выступил с гостевой лекцией для студентов и преподавательского состава Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Кроме того, в онлайн-формате в мероприятии приняли участие студенты Ошского государственного университета и Ошского технического университета. Глава Кабмина рассказал о мировых трендах экономики, приоритетных направлениях работы правительства, проводимых реформах в стране, реализации стратегических инфраструктурных проектов и планах Кабинета министров на 2024 год. Заместитель юстиции Орозбек Сыдыков дал разъяснение по поводу принятого закона о неправительственных организациях, который вступит в силу в течение 10 дней после подписания президентом Садыром Джапаровым. По его словам, в течение месяца после этого Кабинета министров будут внесены дополнения, направленные на упорядочение деятельности НПО. Одним из ключевых моментов нового закона является обязательство всех НПО работать в соответствии с установленными правилами и в одном направлении. За исполнение закона будет отвечать Министерство юстиции, которое уже разработало необходимые положения и порядок регистрации. Все данные организации будут заноситься в реестр Минюста, где будет отражена вся информация о них, включая уставы, финансовая отчетность и другие важные данные. На сегодняшний день в Кыргызстане функционирует около 25 тысяч НПО, включая общественные объединения, общественные фонды и другие организации. Новый закон о НПО также уделяет внимание вопросам финансовой подотчетности, что является важным шагом для обеспечения прозрачности и ответственности в работе неправительственных организаций, рассказал Сыдыков. Одним из ключевых моментов нового закона является обязательство всех НПО работать в соответствии с установленными правилами в одном направлении. Минюст также будет осуществлять мониторинг деятельности НПО, обеспечивая их финансовую прозрачность в соответствии с закону. После разработки соответствующего положения документ будет представлен на общественное слушание, чтобы учесть мнения и предложения общественности. Зарубежные неправительственные организации, действующие на территории Кыргызстана, будут также подвергаться контролю и получать предупреждения в случае нарушения законодательства. В случае систематических нарушений будет принято решение о приостановлении их деятельности, а впоследствии о ликвидации. На заседании Жогорку Кенеша сегодня депутаты создали временную комиссию по изучению деятельности Министерства здравоохранения. Такую инициативу поднял депутат Жусупбек Кургунбай-Улу. В состав комиссии вошли депутаты Жусупбек Кургунбай-Улу, Джалалидин Нурбаев, Гульшаркан Култаева, Шарапатхан Маджитова, Айсаркан Абдибаева, Исхак Масалиев, Султанбай Аджигитов, Нилуфар Алимжанова. На рынках Бишкека Берекет, Универсал, Аламедин, Дордой Моторс, Азиз, Ортосай, а также Актелек и в Караколе, скотном рынке в Сокулуке сотрудники налоговой службы изъяли из незаконного оборота 20 тысяч пачек сигарет, сообщили в пресс-службе ГНС. Напомним, за реализацию до 1000 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тысяч сомов. За более 1000 единиц грозит наказание в виде лишения свободы со сроком до 5 лет. В отношении нарушителей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызстана. Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию без акцизных марок и тщательно проверять подлинность и соответствие акцизной марке. Мероприятия по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции проводятся на регулярной основе на всей территории страны. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших в результате крупного пожара в многоэтажном здании в Стамбуле граждан Кыргызской республики нет, сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана. На данный момент известно о 29 погибших. Все строители, которые проводили ремонтные работы в здании. Добавим, накануне в 16-этажном здании в районе Бешикташ в Стамбуле загорелось помещение ночного клуба, расположенного на 2 цокольных этажах. В Кыргызстане 6 апреля страна отмечает День работников следственных органов. Этот день является профессиональным праздником сотрудников следственной службы Министерства внутренних дел. Вклад следователей в борьбу с преступностью неоценим и оказывает решающее влияние на результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Об этом наш следующий материал.
Улан Команов работает в правоохранительных органах с 2006 года, а с 2011 трудится следователем в ГУВД Чуйской области. Он признается, что на выбор профессии повлияло желание служить Отечеству и обеспечивать безопасность граждан. Одной из причин, по которой я выбрал следственную службу, является борьба с преступностью, профилактика преступлений, защита прав граждан и соблюдение закона. Профессия следователя представляет собой сложные и запутанные дела. Основной задачей следователя является проведение полного и объективного расследования уголовных дел. От профессионализма следователей зависит, будет ли привлечен к должной ответственности человек, совершивший преступление. Для этой работы требуется особая профессиональная подготовка. В рамках Уголовно-процессуального кодекса мы проводим расследование по всем статьям. В настоящее время одним из наиболее острых вопросов являются земельные споры, особенно в Чуйской области, где множество мошенников занимаются подделкой документов. Кражи, хулиганство, побои, мошенничество, разбои, грабеж – это лишь часть криминальных деяний, расследуемых следственной службой милиции. В нашей работе ключевым фактором является опыт. Стать профессиональным следователем невозможно за один день. Опыт приходит с годами. Правильное использование накопленного опыта и ответственный подход к работе играют решающую роль в успешном раскрытии дел. Мы стараемся раскрывать как минимум одно дело в месяц. В следственной службе ГУВД Чуйской области работает 16 человек, 14 следователей мужчин и 2 женщины. Коллеги выделяют Улана Команова как хорошего товарища, всегда готового оказать помощь. Борьба с преступностью и помощь людям в беде – его призвание, отмечают коллеги. Своего коллегу Команова Улана знаю как очень добросовестного, исполнительного сотрудника. Мы с ним уже работаем более 10 лет. Он в основном занимается резонансными делами, связанными с земельными вопросами. Сейчас земельные вопросы, как вы знаете, уже в Чуйской области очень много таких фактов. И со многими этими делами занимается именно Улан. А если остановиться на его качествах, он очень добропорядочный, ответственный сотрудник. Среди коллег пользуется большим уважением, всегда относится с уважением к руководству и также к нам, коллегам. Помимо профессиональных качеств, Улану Команову присущи доброта к людям и верность своему долгу. За его плечами более 300 успешно раскрытых дел. Отметим, что в этом году следственная служба МВД Кыргызской Республики отмечает 61-летие со дня образования. Право производства предварительного следствия было предоставлено милиции указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй. Пансионаты Арсланбап и Арсланбап-Ата передали государству, сообщил глава управделами президента Каныбек Туманбаев. По его словам, по поручению президента страны туристическим объектам вдохнут новую жизнь. Все дома отдыха, принадлежащие Федерации профсоюзов, разрушены и пришли в негодность. Наша миссия либо с привлечением инвесторов, либо своими силами реконструировать эти объекты, привести их в рабочее состояние для эффективной эксплуатации, написал он. В Бишкеке 2 апреля в Национальном историческом музее состоялся круглый стол на тему «Гражданское образование как инструмент продвижения гражданской идентичности Кыргыз-Жараны», сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики. По данным ведомства, целью мероприятия было распространение среди населения о понятиях Кыргыз-Жараны и гражданской идентичности через систему образования. В ходе мероприятия были обсуждены достижения и проблемы концепции и разработаны методического пособия по распространению Кыргыз-Жараны среди населения через образование. Круглый стол был организован совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, Центральной избирательной комиссией и региональным представительством фонда ПИК «Нексус» по Центральной Азии.
Производство меда – самый прибыльный бизнес в сельском хозяйстве, хотя и требует больших вложений. В этом году Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщило, что в рамках социального контракта будет сделан акцент на пчеловодстве, и в настоящее время реализуется 144 бизнес-проекта в этом направлении. С наступлением весны Улан Назаралиев очистит ульи и разместит пчел, переживших зиму. Подавляющее большинство медоносных пчел – это пчелы породы Бакфаст, импортированные из Австрии. В настоящее время насчитывается более 60 ульев, в каждом из которых содержится от 40 до 50 тысяч пчел. Каждый год пчеловоды собирают мед из Чуйской, Иссыкульской, Нарынской областей в зависимости от времени года. Интенсивная зона земледелия. Где посеяны экспортсеты, там считаются интенсивные зоны земледелия. Туда и переезжаем, и ставим. Осенью же переезжаем сюда. Здесь и оставляем немножко сбор. Для пчел необходимо места по соответствии. Открытие бизнеса в сфере пчеловодства требует больших денег, но это самый прибыльный бизнес в сельском хозяйстве. Однако в стране всего 153 тысячи ульев, поэтому необходимо уделять особое внимание развитию пчеловодчества и экспорта. На сегодняшний день более 150 тысяч ульев нужно необходимо увеличить, так как это напрямую влияет на зеленую экономику. Кроме этого, наша задача – развить эту отрасль в стране. В этом году на основании социального контракта особое внимание будет уделено пчеловодству. Для этого Агентство общественного развития и инвестиций проводит обучение финансовой грамотности граждан, получателей социальных контрактов. По поводу социального контракта. Если пройдет по бизнес-плану, будет предоставлен 100 тысяч сомов. Любой желающий может заняться пчеловодством. Но нужно открыто сказать, что для этого необходимо обучить, кто хочет заниматься в этом направлении. Министерство труда, социального обеспечения и миграции организовало в Сокулукском районе Чуйской области встречу с гражданами, которые в этом году будут участвовать в социальном контракте. Министерство отметило, что в этом году акцент будет сделан на пчеловодстве. И в настоящее время в рамках данного соглашения реализуется 144 бизнес-проекта в области пчеловодства. Айсло Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Медицинское обслуживание в отделенных селах Нарынской области не очень удовлетворительное. Помимо отсутствия соответствующих условий, ситуация еще больше осложняет нехватка врачей. Для урегулирования подобных вопросов предпринимается мало усилий. О важных проблемах горной местности расскажет наш корреспондент. На протяжении 43 лет Токтубыбы Мадиева, отвечающая за здоровье жителей Минкуш, взяла за привычку проходить по 3 километра в день. Соответственно, она всегда бдительна и четко выполняет возложенные на нее обязанности. Поскольку она единственная гинеколог в округе, у нее много работы. Поэтому недавно ей было присвоено звание «Заслуженный врач Кыргызской республики». Однако ее больше радует то, что государство выделило 30 миллионов сомов на капитальный ремонт старых зданий, построенных в 50-х годах. На сегодняшний день выполнено 70% от общего объема работ. Сейчас все изменилось. С приходом этой власти, этого правительства мы вступили в план капитального ремонта. И сейчас в нашей больнице идет ремонт. Все очень хорошо. Мы счастливы. Есть эта большая надежда. И что в дальнейшем будут на нас уделять внимание. На учете группы семейных врачей номер 9 в поселке Минкуш Джумкальского района, где работает наша героиня, состоит 3200 пациентов. За их здоровьем следят 3 врача и 16 медсестер. Если принять во внимание отдаленность села от столицы региона, а также сложность дорог, то здесь все должно быть легко. Ориентируясь на этот важный фактор, уделяется внимание обеспечению качественной медицинской помощи местному населению, и прежние вопросы постепенно решаются. На самом деле здание сдано в эксплуатацию в 1954 году. Полы уже были прогнившие. Все это сейчас ремонтируется. Всю канализацию перепроводили. Однако никто из молодых кадров не хочет ехать в Минкуш, который находится на высоте 2500 метров над уровнем моря. Последний раз сюда приходил только один стоматолог 9 лет назад.
По словам Рысбека Бекишева, обладателя этой профессии, он не мог смириться с тем, что его соотечественники ездили в Бишкек за 300 километров только для того, чтобы вырывать зуб. Следовательно, это основная причина, по которой он решил остаться на своей малой родине. Тут не хватает врачей. Было бы хорошо, если бы врачи приехали и работали здесь. Нам нужен прежде всего хирург. Нам нужны новые аппараты. Все наши уже старые. Однако не стоит отрицать, что проблема начала решаться в правильном направлении. Особенно после угрозы коронавируса, потрясшей весь мир, в нашей стране сейчас строятся десятки новых больниц современного стандарта. Во многих местах строятся больницы. В них идет ремонт. Были времена, когда мы радовались мелкому ремонту. Трудно было сделать капитальный ремонт. В месте, которое не ремонтировалось уже с 1952 года. Модернизация и строительство объектов здравоохранения в Нарынской области на этом не остановится. По имеющимся данным, до конца года будут проведены соответствующие работы еще на 7 объектах. Сымбат Алмазова, Айслу Мурзакова, Улукбек Азиспеков, УТРК, Нарынская область. В Кыргызстане сегодня, 3 апреля, ожидаются осадки, сообщают синоптики. В некоторых районах Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской и Нарынской областей ожидаются дожди, в горных районах Чуйской области снег. В долинной зоне Чуйской области и Сыкульской области осадков не ожидается. На горных участках дорог снежный накат и гололедица. Ветер западный 4,9 метров в секунду. На этом у меня все. Эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Айслу Мурзакова. До новых встреч.